Все, начинаем. Доброе утро, ребята! Всем творческих успехов! И мы начинаем наш очередной мастер-класс. И сегодня у нас будет тема пуантилизм, стиль. Именно очень интересная стилистика. И сегодня у нас будет такая классная картина будет. Это у нас пейзаж цветочный. Вот. Конечно, вы можете любой свой выбрать с интернета, либо с нашей группы. Вот. И начинаем. Немножко расскажу, что такое пуантилизм. Это пуантилизм, это скопление точек, да, ребята? То есть очень много точек рисуем. Точки могут быть прямоугольными, либо круглыми. И когда мы все эти точки положили, это получается вообще специфическая техника, да, написания картин. Вот. То есть цельное изображение должны получить. Вот. И раньше, в 80-е, 90-е годы, это было направление пиком развития, да? То есть это было очень популярно, и можно увидеть такие картины, как в пуантилизме. Это очень чистые цвета используются, не смешиваются с остальным. Конечно, мы будем смешивать наши палитры картины, но на картине самой картине мы не будем смешивать краски. То есть в палитре все это смешивается, и, конечно, когда мы будем использовать наши кисти должны быть чистыми, да? То есть мы должны, не смешивая в кисточке, не смешивая на картине, использовать кисти почище, то есть каждый раз тряпкой вытираем, либо моем кисти и заново берем и ставим точками, да? Как вообще можно поставить эти точки? Точки можно просто говорить общие, как сказать, это не только точки могут быть, это у нас прямоугольные мазочки могут быть, это могут быть немножко удлиненными, это может быть круглыми, да, это именно мазочки одним касанием, как бы, да. То есть вы можете либо вот так точечки делать, это очень сложно, именно круглой кистью. Вот такие точечки, они будут сложны. А если вы возьмете прямоугольную кисть и возьмете краски и будете ложить, то есть намного легче будет ложиться. Но на маленькой картинке, на маленьком холсте большая кисть как бы не очень использует, да, то есть это будет нарушать. Поэтому, если у вас холст маленький, старайтесь брать кисть поменьше. Это может быть плоская любая кисть, это может быть круглая кисть. Самое главное, чтобы один раз касались. Хорошо? Вот. И, конечно, надо стараться не смешивать. То есть, конечно, можно ложить, но можно оставить немножко и фон, да, наш картон белый, а можно не оставлять. То есть мы должны столько точек положить, чтобы собрать одну картину, целую картину, да. Вот. И, по-моему, это направление начало развиваться во Франции, кажется, если не ошибаюсь, да. Вот. И давайте начнем. Что вообще нам необходимо для мастер-класса? Это масляные краски. Если у вас их нет, можете использовать гуашь. Если гуаши нет, то можете акрил использовать. Да? То есть у меня сейчас будут масляные краски. У вас могут быть там гуашь или масло для акрила. Да? Обязательно картон либо бумага должна быть загрунтована. Можете грунтовать эмалью, можете купить грунтовку Левкос, да, в художественном магазине. То есть получается
картон, вообще любое масло впитывает, да, и воду, все, да, то есть и бумага впитывает. Нам нужно, чтобы вот акриловый грунт не впитывал наше масло, да. Если будет впитываться, то останутся такие жухлые оттенки, неяркие, да. А понтилизм это такой стиль техники, именно красочная, яркая картина должна быть. Поэтому у нас именно я выбрала именно эту картину. Если вы находитесь в группе, обязательно скачайте. Да, у вас может быть гуашь. Гуаши тоже очень классно делать именно в стиле понтилизма. Вот, тогда у вас должна быть вода. Хорошо. И у нас будет вот эта картина. Очень классный пейзаж. Ребята, подготовьте воду, у кого гуашь. Так, и кисточки у вас могут быть небольшие, старайтесь брать. Начинаем делать отметки на картине. Берем карандаш. Просто вот цветочки я вам пока не советую рисовать, потому что цветочки это пишется в конце. То, что впереди, ребята, пишем в конце. Надо начинать с самого дальнего, да, с нашего неба, воздушной перспективы. Я выбрала, конечно, очень сложную картину, но здесь очень много можно ознакомиться и понять, да, то, что тут фокус идет на цветочки, и дальний фон у нас такой размытый, да, это вам будет намного легче. То есть у нас не будет такого, что вот эта сильная четко у нас тоже сейчас не будет, потому что мы именно стараемся стиль придерживаться. И поделите эту картину, верхнюю часть немножко больше, чем нижнюю, да. Сделали длинную отметку. Сверху обозначили наши горы. Все это делаем, ребята, именно как бы от большого, да. То есть не нужно что-то долго чертить, просто делайте отметки. Просто здесь, допустим, у меня будет дерево, вы для себя отмечаете, где у вас будут деревья расти. Самое главное отметку сделать. Очень много цветов, прямо цветочный сад. И просто вот так отметили. И набросали немножко так стебли. Отметили, где у нас основные цветы будут. Ребята, все цветы рисовать не стоит, потому что цветы вообще считаются очень сложными для начинающих художников. Вот. Так быстренько набросали. Можете вот конкретику в этой стороне на земле не рисовать. То есть вот эти дощечки. Можно просто еще где-то в поле добавить цветочки, да, траву. Вот. Или можете сюда добавить речку. Тоже на ваше усмотрение, ребят. Ну, речку добавить было бы интереснее, да? У меня будет речка, наверное. Ну, посмотрим. Так, я постараюсь взять кисть. Вот разные кисти. Я постараюсь именно где-то небольшую. Вот это широкая у нас. Вот это, которую мы будем прорабатывать. Но, скорее всего, либо эту возьму. Вот такие кисти будут. У кого вода, берете воду и берете краску, да. Старайтесь краски, которые вам понадобятся, это
основные цвета это желтый, красный, белый. Можно немножко черный использовать, да? Можно коричневый, можно разные зеленый, да, синий или голубой у вас, который, ну, те цвета, которые у вас есть, мы используем. И еще будем смешивать. Красный цвет, ребята, старайтесь, вот, допустим, здесь отметили какие-то именно треугольники, можете отметить для себя. У вас треугольники могут быть смотреть в разные стороны, и высота у них может быть разная. Старайтесь в этой зоне не ложить краску в этих треугольниках, потому что красная краска, у кого именно масляная краска, будет сложно чисто ложить. Если там под цветами, если будет другая краска, да? Вот. Или у кого акрил, у кого масло, в принципе, будет ложиться. Но надо все равно туда белила добавлять. Так, конечно, если мы работаем и с белилами, то не так страшно. Вот так я себе отметила. Давайте начнем. Я сперва возьму кисть поменьше, да, попробую. И возьму кисть немножко среднюю. Конечно, если у вас нет совсем тонких кистей, не беспокойтесь, да, можно и большими мазочками рисовать. Вот. Сейчас я беру голубую краску, туда я добавляю белила и смешиваю их. Если у вас нету голубого цвета, обычно гуаши не делают, да, тогда берете синий цвет и побольше белил. Но можно еще немножко, чуть-чуть зеленого добавить, чтобы немножко сделать голубую. Это не обязательно, лучше не надо, потому что надо именно знать консистенцию, да. Вот, там много белого, чуть-чуть синего. Ну, синего тоже чуть-чуть побольше, но не так много. И совсем немножко зеленого. И смотрите, кисть, которую я поменьше я взяла, именно вот точками ложим, да, вот такими. Видите, немножко круглая стала, потому что кисть сама по себе, она немножко закруглена. А если я кисть возьму сплошную и немножко скругленным концом, то у меня, видите, немножко вот это закругленная получается, но другая сторона немножко прямая. Ну, тоже, в принципе, эта кисть пойдет, и та кисть пойдет. И старайтесь чисто ложить именно цвета. Сейчас, пока мы голубым цветом работаем, если посмотреть в нашей картине, голубого цвета почти нет, да? Но есть немножко где-то вот в этих областях. Синие, да? Будем очень много оттенков использовать. Именно вот точечно ложите. Не вот так, а именно точками, мазочками. Если случайно будет нахлёст, ничего страшного. Но старайтесь не смешивать. Теперь, далее я немножко затемняю этот голубой цвет и начинаю именно в этот цвет добавлять немножко голубого. А у вас это будет синий цвет. Именно пуантилизм любит чистые оттенки. Видите, уже начинает темнеть.
Очень классно писать именно в этой технике. Можно натюрморты, да, интересные. И вот смотрите, где у нас сторона дерева, да, там тоже немножко добавляйте, потому что там будет просвечивать точками, как мы видим, да. Именно в этой технике нам нужно как бы терпение, да. А потом, вначале, конечно, немножко сложно, потом со временем вам будет легче. Теперь я в голубой цвет добавила синий, ультрамарин. Это для тех, у кого есть масло, а у вас гуашь. Скорее всего, у вас только синий. Тогда немножко берете больше синего, добавляете в белый. То есть намного темнее, намного ярче делаем этот цвет. Видите? И начинаем ложить. Конечно, старайтесь, чтобы точки одинакового размера были, но у меня немножко не совсем одинаково. Старайтесь именно какой цвет взяли, увидели. Этот цвет ложим, где видим, да? Теперь в этот синий я немножко добавляю красный и делаю сиреневый цвет. То есть как мы делаем? Где у нас лежал синий, вот этот цвет, да, синий был он, я добавляла немножко красный. Любой красный добавляем и получаем такой сиреневый. Немножко как-то фиолетовый. Это у нас цвет немножко, и где облака у нас будут теневые от облаков, либо мы будем этот цвет использовать для неба. Видите, уже немножко темный идет. Можно немножко этот сиреневый разбавить. Тут же немножко белый добавляем. Где наши облака будут. Немножко фиолетовит. Сиреневит, мы туда их добавим. Ребята, густота красок должна, ну, именно, как сказать, сильно водой не разбавляем, кто гуашь рисует. То есть старайтесь брать побольше, погуще брать краски. Именно точками, вблизи одни точки у нас, ребята. Но старайтесь немножко от картины вставать, отходить, издалека смотреть. И когда вы будете издалека смотреть вашу картину, вы должны увидеть собранную картину, да? То есть издалека именно картина должна быть, а вблизи просто мазочки красивые. Конечно, писать большую картину — это удовольствие. Если маленький формат, это очень сложно для начинающих. Любая картина, если выбираете писать дома, выбирайте побольше формат, потому что совсем тоненькими кистями работать сложно.
посмотрим. Так, ага. Далее мы будем пока оставим, потому что мы еще облака не сделали, небо у нас. Немножко проработаем нижнюю часть, да? То есть мы будем бегать все время сверху, и там будем делать, да? И так мы быстрее избавимся от нашего белого картона. Здесь можете сразу кисть не моя, то есть кисть не вытираем, а берем какой-нибудь такой цвет, зеленый можем взять. Попробуйте, у вас травяной темный зеленый добавить, именно где белый с голубым, тогда вы получите такой светлый зеленый цвет, но более такой травяной. Вот этот цвет. Немножко я добавила в травяной зеленый. Ой, травяной зеленый добавила в голубой. Без синего будет. Цвет синий. И этот цвет я хочу где-то положить сюда. Это у нас дальняя сопка. Немножко зеленит. Но там, конечно, много очень коричневых оттенков, да? И здесь положим. Так, где-то еще вдали будет немножко зеленый. Так, сопка у нас вот так идет. Так, теперь я беру немножко синий, добавила в синий зеленый. В синий добавила ярко-зеленый. И такой кобальтовый зеленый получили. Немножко синевой, ребята. Вот. И этот цвет будет у нас немножко вдали. Где-то вот здесь, на сопке. Там деревья растут и тень у нас, да? Этот же цвет я именно в эти деревья, то есть в наше дерево кидаем. Теперь мы немножко быстрее, ребята, работаем. Быстрее мазочки. Если у вас мазочки немножко форму теряют, ничего страшного. Самое главное, немножко кругловатые или прямоугольные пусть будут. Такая интересная картина. Я сейчас себе возьму черный цвет и буду черный. Так. Ага. И либо черного, если черного, ребята, нет, можете использовать коричневый. Я в зеленый добавила немножко коричневого. И этот цвет я буду использовать для дальних для нашей сопки, именно где самые темные цвета.
Сюда можно попробовать добавить желтый. Немножко насыщенный зеленый получился. Этот цвет я тоже кидаю сюда. Это мы как принтер рисуем ручкой. Вот. Теперь я делаю еще более темный зеленый. Можно в зеленый добавить черного и получить темно-зеленый. И именно темно-зеленый у нас будет теневая. То есть летом, если вы заметили, тени почти чернят. Но не черные, конечно, но темно-зеленые. Поэтому смело можете в зеленый добавить черный цвет. Но тоже смотрите, чтобы сильно черным не стал. То есть мы все время смешиваем, да, краски. Даже если нахлёст будет, ничего страшного. Главное, чтобы краски не смешивались. У кого гуашь, то, конечно, нужно немножко, чтобы дать, чтобы краска высохла. Да? Но если даже сильно много воды не надо добавлять, самое главное. А в масле надо тоже совсем мало масла добавить, когда смешиваем. И начинаем темнеть. Видите, уже что-то у нас получается. Где-то немножко вдали темные точки будут. Так, здесь у нас сопка идет. Эта область немного темнее. Алиф, у вас видео не видно. Ой, извиняюсь. А сейчас? Вас не слышно. Ага, хорошо, спасибо. Извините, пожалуйста, у нас немножко бывает, какое-то сообщение выходит, и почему-то так показывает. Подождите-ка, у меня батарейка садится. Почему? Я же на зарядку поставила. Вроде заряжается, но плохо заряжается. Так, вот наша теневая. То есть за счет вот этих темных точек немножко получаем объем. Конечно, надо точки обычно очень быстро ложить, но немножко у меня тут смешивается, из-за этого я немножко повторно затемняю. Стараюсь чистые цвета ложить.
потому что масло, чистом масле писать намного сложнее, без разбавителя. Так, здесь у нас немножко есть. У вас здесь река идет, можете добавить немножко голубой. Мгм. Теперь я беру зеленый, хочу сделать поярче зеленый, да? Кисть надо вытереть, чтобы более чистый оттенок взять. Я беру такой светло-зеленый, то у вас может быть цвет зеленки, или может быть просто зеленый. И добавляю я в этот зеленый просто светло-желтый. И получаю очень такой яркий зеленый. Видите? У вас немножко у гуаши, ребята, зеленый, вообще цвета вот именно для гуаши не такие яркие, как в масле. То есть, если вы будете картину писать маслом, тогда у вас картина будет очень яркой, да, насыщенной. А если вы пишете именно гуаши, то у вас такой белесость будет и не такие яркие оттенки. Где-то очень ярко такой, ну почти даже не кислотный, а немножко такой яркий зеленый добавила. Но я не полностью все заполняю, потому что я понимаю, что там много зеленого с желтым будет. То есть не такого яркого, да? Тем больше у вас мазочки, тем картина будет непонятной. Тоже это надо учитывать. Конечно, у меня немножко цвета начинают немножко гуще ложить, чтобы не смешивались краски. Так. Если краска заканчивается на кисточке, то надо немножко погуще брать с двух сторон и переворачивать кисточку. Тогда легче будет работать. Опять же, где мы видим цвета,
там кидаем. Так, теперь хочется просто зеленый взять, да? Ну, у вас, наверное, скорее всего, один зеленый. То есть, как мы поняли, что гуашью невозможно добиться сильно таких ярких оттенков. То есть там пигменты немножко другие. Ну, конечно, можно написать очень яркую картину, но именно яркость более прозрачная тогда будет гуашь. То есть это уже другая техника будет. Так, здесь смело кидаем. А как получить этот Опять же, яркий спасибо. цвет зеленый? Яркий цвет зеленого можно получить, смешав не такой темный зеленый. Если у вас есть немножко яркий зеленый, то туда добавьте лимонный желтый, либо желтый, самый светлый. Только тогда у вас будет немного светлее. То есть больше желтого, немножко мало зеленого, да? Ну, конечно, именно вот такая яркость, как на моей картине, не получится у вас. Потому что у кого гуашь, эти цвета, они какие-то белесые, темные, неяркие. А если масло, то или акрил. Ну, конечно, акрил тоже немножко темные оттенки имеет, но можно добиться яркости, именно используя тонкие мазочки. Гуаши тоже, чтобы сделать поярче, надо, конечно, более не густо ложить, да, то тоже как бы стиль не подходит. Поэтому все равно у вас немного темная картина будет. Вот. Но зато вы ознакомитесь с техникой, ну, именно этой стиле пуантилизма. Добиться сильно таких ярких оттенков, это когда много воды используется. Ну, конечно, именно по яркости, но по светлости будет светлее. Но мы ложим краски гуще, именно кусочками, поэтому тоже не вариант, к сожалению. Спасибо за вопрос. Задавайте вопросы, ребята. В акрил это масло прибавить можно или нет, если акрил как-то немножко засохнет? Можно, да. Когда акрил очень быстро сохнет, и можно добавлять масло. Но акрил с маслом смешивать нельзя. Но когда акрил на картине высыхает очень быстро, конечно, можно добавлять. Даже очень хороший вопрос, спасибо. Нужно именно в акриловых красках, они краски как бы темнеют, да. Бывает, что мы пишем именно акрилом, а потом мы начинаем уже добавлять масляные краски. То есть совместно писать можно, но не смешивая. Тогда очень классные картины можно писать, и можно писать быстро. Даже подложку можно делать акриловую, закрасить одним цветом и добавлять уже масло. Потому что именно в акриле белила титановые, они очень прозрачные. То есть положить на темном фоне акрил белый нереально. Да? Нужно очень много слоев сделать, что не есть хорошо. Поэтому бывает, что мы пишем
сперва акрилом картину, да, на темном фоне, да, и потом, потому что белый, он не закрашивается хорошо белым, то есть мы туда добавляем еще масляные, именно белила титановые масляные краски. Тогда уже можем избавиться от прозрачности белого. Себе келер Ой, себе Да, вас немножко далеко слышно и эхом непонятно. Можете повторить, пожалуйста? Цветочки, ребята, не закрашивайте, потому что тут трудно будет поверх яркий красный сделать, оранжевый. Поэтому я оставляю места для цветов. Давайте мы сюда сделаем более такой белесый, то есть зеленый где-то здесь лежит, да? То есть в этот же зеленый просто добавляйте белые оттенки. Либо наоборот. И получаем светло-зеленый. Можно еще туда добавить немножко синего и получить такой немножко малахитовый зеленый. Но белила немножко больше. Начинаем ложить. Где-то здесь у нас такие светлые оттенки. Если вы случайно закрасили цветочек, тоже сильно не переживайте. Можно, если у вас гуашь, да, гуашь у вас тогда бумага. Конечно, вытереть будет сложно, но можно. Тряпочкой немножко с водой. И либо мы будем ложить краски немножко гуще. Лучше так, потому что бумага, какая она ни была, гуашь, акварели, ну, если плотная, это хорошо, но если она тонкая, то, конечно, сложно будет вытирать.
Не забывайте отходить от картины и смотреть, что у вас получается. Где-то в речке я тоже немножко зеленый делаю, потому что в любом случае будет рефлексия. Да, очень интересно получается, да, ребята? Как у вас дела? Конечно, здесь у нас сильно нету такого, что нужно прям одинаково все делать, да? То есть можете немножко сами поменять, можете добавить животных, то есть можете фантазировать, можете птичек добавить, которые летят куда-то, стерхи там, просто, конечно, можно галочку поставить. Это будет намек на птичку. У меня уже немножко нахлёст получается. Можно избавиться полностью от фона. Ну, конечно, придерживаясь, видя нашу картину. Следующий урок, возможно, будет именно мастихином. Мастихином можно венские столбы очень классно сделать. Эта техника тоже очень интересная, но там нужна паста немножко, да, и акрил. Вы именно можете подойти и очно попробовать именно пастозную живопись Мастихина. Это очень интересная техника тоже. Вообще техник стилей очень много в живописи. Это у меня такой серовато. Я добавила зеленый малахитовый, немножко коричневого, и получила какой-то зеленовато-серый оттенок. Затем я, скорее всего, добавлю сейчас цветочки. Давайте цветочки сейчас начнем. Кисточка у вас должна быть чистая, потому что если попадет другой цвет именно на наши цветочки, то будет не очень классно, то есть грязь будет. Мы должны избежать грязи. Берем наш самый светлый красный цвет. Меня слышно? Мне кажется, микрофон... нет, не слышно, кажется. Слышно, Да. слышно. Спасибо. Берем красный. У меня, к сожалению, красный цвет закончился, и у меня такой пурпурно-красный. У вас красный, наверное, есть. Можете туда... Смотрите, красный цвет ложим, где красный видим. Видим оранжевый, тогда в красный добавляем желтый, отдельно делаем именно оранжевый цвет.
Если еще светлый оранжевый видим, то отдельно еще туда в оранжевый добавляем еще больше желтого. Таким образом мы получаем несколько оттенков красного, да? От красного, от темного бордового. У вас точно, я знаю, в гуаше должно быть темно-бордовый цвет. Это красный темный. Тоже красным темным тоже будем использовать светлый красный. Если у вас красный темный, то туда добавляем мы желтый, да? Вот. И за счет того, что у нас фон белый, мы не так густо ложим, если хотите ярко-красный. Вот поэтому работать именно такими чистыми цветами, подложка у нас белая должна быть. То есть подложка — это наш фон, то есть наша бумага белая. Вот, и стараемся, конечно, форму придать цветам будет сложнее, но это именно пунктилизм, поэтому здесь даже не форма, как будто сотами, да, мы видим, такой мутно будет, да, но намек будет на цветочки. Конечно, можно стиль смешивая рисовать, да, писать картину. Тогда у вас не пунктилизм, пунктилизм немножко такой смешанный. Конечно, можно самим придумать любые стили, можно менять. Ну, конечно, интересно, когда вот сейчас именно эта тема у нас пунктилизм, да? Желательно хорошо было бы придерживаться, да? Но все равно в любом случае мы немножко отойдем от этого и все равно ствол будем рисовать тонкой линией. Будет какой-то смешанный все-таки стиль, да? Но можно, конечно, именно точками делать. Кто хочет, делайте точками линии. У нас просто точки будут, вот дальние там оранжевые. Можно, конечно, еще разные, не только вот такие красные линии рисовать. Как вы заметили, утром картину рисовать лучше, потому что утром у нас такой солнце освещает помещение максимально, да? Днем, утром рисовать — это самый лучший вариант. Тем вечернее время у нас, конечно, получается темнее комната, да, менее освещенная, может быть, давать красные, оранжевые оттенки от солнца. И тогда мы видим нашу картину по-другому, да. То есть, кто пишет картину ночью, удивляется утром. То есть то, что они рисовали, совсем по-другому. И то же самое, кто под лампой рисует. Ваши картины именно в вечернее время совсем другие. Утром тоже просыпаемся и видим, что наши картины таких какие-то желтых, больше такие теплые, сильно теплые оттенки, что портит картину. То есть у нас как бы баланс должен быть, да, и теплого, и холодного. То есть кто пишет... Один раз у нас мастер-класс именно по портретам было, и девушка, которая писала портрет, домой пришла, дома еще чуть-чуть что-то подправила, говорит, утром проснулась. Ну, конечно, мы это дневное время писали, по-моему, да? Или, я не знаю, ну, уже под вечер. Вот. Потом она дома под лампой нарисовала, именно лампу. У нас белый цвет лампы был.
в офисе, а у нее дома, конечно, обычная лампа, немножко более теплая, вот, и поэтому картина еще теплее получилась. Потом утром она ко мне забежала, показывает картину. Кажется, я испортила картину. Вот, и мы смотрим, картина, лицо человека. В тот раз, когда мы при дневном свете писали, там очень много и холодных, и теплых оттенков было, да? Тут было это. И потом она показывает, что у нее картина, лицо полностью желтое. Вот. То есть мы понимаем, что сейчас под именно нужно писать под белыми лампами, немножко более холодными, да? Потому что любая лампа со временем желтеет, даже холодная лампа, надо это учитывать. Вот. Потом она исправила, конечно. Я немножко взяла голубой цвет, потому что хочется здесь сделать речку, да? Там речка у нас будет. Конечно, речку можно и белесую, ну, отражение идет, да? Можно, конечно, и белую речку сделать, да? Белит. Ну, конечно, она не белая. Или можно темную синий. Тоже на ваше усмотрение я сделала отражение от неба. Конечно, на фотографии может быть речка белым цветом обозначена, потому что там идет воздушная перспектива. А нет, это же у нас близко будет. Я сюда буду добавлять. Видите, масло смешивается. Поэтому я несколько раз ложу, чтобы избавить не должно смешиваться, короче. Когда смешивается, очень тоже не понтилизм получается. Туда я еще белила добавляю, немножко больше белил и совсем мало голубого. Я получаю такой белесый цвет. Обычно в речке тоже такой цвет бывает. Писать картины — это удовольствие же, да? Конечно, нужно терпение. Но когда... Главное, вот глаза боятся, а руки делают, да? То есть, получается, не нужно бояться, а просто начинать. Когда вы начинаете, даже если вы не понимаете, что у вас там получается, со временем, когда вот именно мазочки, очень много мазочков положили, и в дальнейшем вы видите, что что-то появляется. И тоже не надо этого бояться. Даже если краски где-то смешались, можно, конечно, подложить, убрать, да. Особенно в масляной картине очень легко исправлять, потому что масло долго не сохнет. Гуаши тоже можно исправлять. Конечно, для акварельных красок это тяжело будет. Почти невозможно исправлять, потому что акварель очень сложно. А вот в акриле, в гуаши можно и в масле. Чтобы найти свою технику там, да, или надо пробовать на разные темы. То есть не надо писать один пейзаж, не надо писать только портреты, надо и животных, да, и людей, и пейзажи. Все надо пробовать в живописи. И можно найти что-то свое, да.
видите, мы бегаем с картины, допустим, старайтесь писать всю картину, да, то есть не останавливайтесь на одной точке, да, то есть надо всю полноценно все писать одновременно, да, увидели цвет, там набросали. А бывает, что человек начинающим, конечно, сложнее, да, то есть они могут писать только одну часть, забыв о том, что надо собрать целую картину, да. И они вот где-то копаются в одном месте, да, вот, допустим, небо пишут очень долго, да, а потом какую-то другую часть пишут, потом где-то там пишут, и получается то, что они, написав картину, издалека видят, что картина у них из разной истории, то есть не собирается в одну. То есть бывает, что начинающий художник где-то очень классные мазочки положил, да, и ушел куда-то в эту сторону, а вдруг он начинает другую часть рисовать и начинает другой стиль делать, да, сильно четко, где-то вот. И когда вот посмотрели, вблизи классно, да, но издалека картина совсем другая. Вот. Ну, конечно, так тоже можно писать. Вообще можно, не обязательно, вот все говорят, стили, конечно, разные. Не слушайте то, что люди говорят, допустим, ты не умеешь рисовать и прочее. Такие люди бывают, они могут так говорить, типа, это не твое, не рисуй, да? Не слушайте, наоборот, больше рисуйте, потому что в любом случае именно и начинающие художники даже придумывают стили. Вот. И именно картины, которые написаны такие интерьерные, необычные, да, то есть далеко от живописи, они очень популярны. Ну, конечно, работа художников — это те, кто именно академически пишут, да, рисунки, да, портреты. Да. Это очень сложно. Не обязательно. Ну, конечно, это можно подучить самим и найти свой стиль. У нас больше академический рисунок учат, но по разным определениям, стилям тоже учат, но не так конкретно, да. То есть в других странах в Европе говорят, что там именно сам выбираешь стиль, который тебе нравится. Допустим, наивное искусство, да? Это тоже очень интересный стиль. Вот. Можно просто даже, ну вот модерн картина, очень арт-деко, да, современная живопись. Еще стили, они могут быть смешанными. Это может быть авангард, абстракция, ну, все можно смешать на самом деле. Я уже от картины отхожу и начинаю стоя рисовать издалека. Да? Когда смотрю издалека, можно увидеть картину. Обязательно изучайте разные стили. Заходите на наш YouTube-канал «Добрый Подчинда» и в ВК. Там на YouTube можете увидеть видео, где мы птичек рисовали.
именно мастихином, да. Это очень интересная техника, и картина становится очень яркой. Поэтому на следующем уроке, скорее всего, у нас ленинские столбы будет мастихином. Поэтому старайтесь посмотреть вообще, как работать мастихином и пастой, и акриловыми красками. Это фактурная живопись, объемная, и ваша картина будет прям ощущаться. Можно трогать руками. Вот. Именно мы в тот раз рисовали птичек. Эти птички, ну, можно подойти на выставку и потрогать, посмотреть, да? Вы можете такую картину сами написать. Где-то, по идее, цвет неба обычно еще иногда отражается вдали, там, где травы. Вот, и можете там смело кидать голубой, делать воздушную перспективу. Дальние деревья. Теперь я добавлю. Конечно, можно было кисточку поменьше взять. Ребята, если сильно у вас толстая кисточка и нет тонкой кисти, можете просто кисть взять и ножницами подправить, да? Где-то можно вот эту половину убрать, да? Так можно. Или вот где-то по краям кисти поменьше сделать. Тогда у вас кисть поменьше будет. Я взяла оранжевый цвет. У кого нету оранжевого цвета, ребята, можете в красный цвет много желтого добавить и получить оранжевый. Оранжевый цвет, он полупрозрачный, поэтому будет плохо ложиться, кто маслом пользуется. А гуашь более такой, как сказать, с клеевой основой. Тоже смотрите. Если хотите прям цветочки сделать такими четкими, конечно, можете делать. Тогда у вас немножко смешанный стиль. Это даже похоже на то, что у кого близорукость, то, что когда очки снимаем или линзы, то можно увидеть как пунктилизм. Ну, не как пунктилизм, извиняюсь, а скорее мутно будет. Вот. Но здесь тоже как бы чуть-чуть есть мутность, как будто, как сказать правильно, намек будет какой-то на что-то. Дальше зритель сам должен понять, что здесь нарисовано. Но если у нас кисточка совсем маленькая будет, то в пунктилизм можно так нарисовать, что будет очень понятно, что это, что за изображение перед нами. Но в данном случае у нас картина форматом маленькая, из-за этого у нас кисти большие и не очень понятно. А в пунктилизм вообще можно
и портреты писать, да, и очень четко получается, когда кисть у нас совсем маленького формата, да, то есть холст у нас большой, а кисть совсем маленькая, да, и тогда у нас очень четкое изображение входит. Это тоже пунктилизм, да. И пунктилизм может быть именно большими мазками одинаковыми, тогда уже будет непонятно, да, нечетко, как фокусом не будет. А можно делать все это, фокусировать, взять тонкую кисть, и это очень будет сложно, кропотливая, долгая работа. Зато будет очень четко. Конечно, написав именно такими большими мазочками картину, можно, конечно, взять за тонкую кисть, да? Ну, конечно, у нас уже будет немножко мазочки другой, ну, разные. Ну, конечно, это допустимо. Потому что все-таки у нас кисть. Ну, можно, давайте так сделаем, да? Немножко то, что ближе, точки у нас немножко поменьше. Тогда у нас линия будет тут заметной. Я сейчас подойду, тряпочку возьму. Кто устал, можете сделать перерыв. Так, я взяла более чистый оранжевый, потому что до этого у меня смешанный был. Вот, такой яркий. Я, конечно, ложу оранжевый густо, потому что это масло и очень прозрачно. Ну, вы тоже, наверное, ложите густо, потому что... Это немножко оранжевый, да. Когда оранжевый, там у нас точки.
Мгм. Сейчас буду зеленый цвет. Да. Где-то здесь листья, много листьев. Можно заметить, что масляные картины пользуются очень популярностью, да? То есть использовать масляные картины то популярно, потому что все мы любим, когда что-то очень долго служит нам из вещей, да? Когда мы хотим, чтобы картина была долговечной, да? Тогда мы выбираем именно масляную живопись, потому что масляная живопись веками сохраняет свои цвета и передается, да, нашим там внукам и так далее, внучкам. Поэтому эти картины больше ценятся. Но не забываем, что картины написаны и акварелью, они больше тоже очень ценятся, потому что картину акварелью можно очень хорошо хранить, и именно акварельная живопись считается очень сложной, да, и там мазочки очень интересны. То есть очень можно классные картины писать акварелью, акрилом и гуашью. Но гуашью пишут очень мало людей. Я это давно рассказывала. Может, новенькие не знают. Просто гуашь недолго хранится. Но если правильно хранить под стеклом, да, то можно хорошо сохранить. И писать гуашью очень густо тоже не очень хорошо. Если вы не в трубочку, не заворачиваете в трубочку, да, бумагу с гуашью, с красками, тогда у вас будет лучше сохраняться под стеклом именно в развернутом виде, да, то есть повесить картину. Тогда будет не трескаться, не сыпаться. Вот. Акрил тоже считается по вечности, очень долго сохраняет цвета, да, даже от солнца как бы уже защита есть, там можно лаком покрывать. И эти картины тоже лаком покрываются. Обязательно пробуйте писать маслом. Можно заметить, что масло по-другому ложится, чем акварель, да, или гуашь. И масло хорошо тем, что можно на любой поверхности маслом писать можно, когда есть грунтовка. Даже по металлу можно писать без грунтовки. А также можно и на бумаге маслом писать. Кто не знал, просто нужно бумагу немножко акриловым грунтом сделать. Тогда легко можно уже рисовать. И то же самое с акрилом. Конечно, можно оставить белый фон немножко заметным, да? А можно просто избавиться от этого.
Старайтесь, чтобы минимум было видно белого. Поэтому нам надо цвет земли сделать. Добавляю коричневого, желтого, немножко белесый. Какой цвет у вас есть сейчас в данное время? Надо очень быстро цвета положить. Разный цвет песка делаем. Немножко где-то мы сделали и темный, да. И сейчас уже более светлые оттенки выбираем. Это цвет песка у нас желтый, коричневый, белый, голубой. Можно смешать. Цвет сменить ложим, да? Мгм. Так, там может еще. Вот. Что мы поняли? Что такое пуантилизм, да? Это пятна, точки или прямоугольники, или какие-то овалы в одном стиле, да? И чистые цвета. То есть на картине вы ложите чистые цвета. А чистые цвета разных оттенков мы как делаем? Смешиваем на палитре. И получаем. Конечно, у вас тоже немножко у меня смешивается. Я стараюсь все-таки убрать грязь. Так, примерно у нас получилась картина. Можно до конца доработать. У нас крупные точки, из-за этого у нас не видно, да, картинки. Мы уже чувствуем, знаем, что как будет дальше. Конечно, на таком этапе можно картину ставить. А можно точки поменьше сделать, чтобы было понятно, да, что это именно лилии. Так, сейчас пойду и издалека смотрю. Вау, классно. Издалека вообще супер. Так.
Так. Так, если подержать. Как, ребята, у вас получается? Сейчас я взяла белила. Буду облака делать. Конечно, белый можно слегка желтый добавить. То сильно холодный цвет, плоский. Белила и немножко желтый добавила. Совсем чуть-чуть незаметно. Начинаю делать облака. Делаем намек на облака. Конечно, у меня идет нахлест поверх. Немножко цвета смешиваются и стараюсь обратно еще чтобы не было. Этого добиться очень сложно. Потому что масло у вас тоже, наверное, то, что у вас же вода будет долго сохнуть и тяжелее. Тоже. Так.
Любой холодный зеленый хотите, если сделать, то вы смешиваете зеленый, еще добавляете синий. Тогда у вас уже более холодный зеленый получится. Если хотим сделать теплым, то добавляем туда желтый. То есть у нас разный зеленый должен быть, да, на картине. Мазочки могут смотреть в разные стороны. Не обязательно все прямо, да? Если мне очень даже хорошо, когда дети пишут маслом, тогда им легче все это освоить. Ну, конечно, взрослые тоже очень хорошо масло осваивают, очень быстро, потому что масляные картины пишутся легче всего. В детстве я не знала про масляные краски. Ну, конечно, Алип, вас не видно.
Не слышно. Александра, вы сейчас организатор. Продолжаем, да?
Александра Гурьева. Меня слышно? Скажите, Да, пожалуйста. да, слышно и видно. Ага, спасибо большое. Извините, что телефон зарядка в чем-то не заряжается. Так, сейчас я картинку найду. Да, я нашла. Так, давайте. Конечно, можно на таком этапе картину закончить, да? Именно если мы оставляем такой размер мазочка, но можно еще немножко мазочки поточнее сделать, да? Давайте попробуем, чтобы наши цветы появились. То мы не можем так. Конечно, можно было на этом закончить, но мне хочется все-таки сделать, чтобы лилии были заметны. Взять, я беру тонкую кисть, такая у меня единичка. Когда берем густо краску, единичка превращается в двоечку, да? То есть толстые мазочки получаются. И это очень хорошо. Сильно не разбавляйте, ребята. Ну, конечно, если у вас совсем краска высохла. И начинаем наши цветы делать. Тоже, конечно, точками. Звука нет, говорят. Почему нет? Меня, ребята, слышно? Да, слышно. Ага, хорошо, спасибо. Ребята, кто в группе пишет, звука нету, может, у вас звук отключился, проверьте, пожалуйста. Или громкость увеличьте. Видите, очень сложно, да, маслом повторные мазочки делать. Пытаюсь сделать. Сейчас я в красный добавила коричневый и получила бордовый цвет. У вас, скорее всего, есть бордовый красный. Это темный красный. Если нет, то в красный добавляйте коричневый. У вас будет или синий, темный красный. Мы делаем намек на цветок. Отходите от картины и издалека смотрите. Вот такой какой-то намек.
Где-то еще тут намек. Алло? Алло? Меня не слышно, да? У меня этот телефон, почему-то звук не слышно. Слышно, слышно. Мне Александра звонит. Так, почему-то вас не слышно. Можете, пожалуйста, в WhatsApp написать? Так, сейчас, извините, пожалуйста, отвечу. Пишет, что звука нет. Но говорят, что слышно. Аида, вы слышите меня? Скажите, пожалуйста. Возможно, у меня ошибка. Александра Гурьева. Все слышно. Хорошо. Так, продолжаем наши цветы. Я возьму кисть поменьше, ну, потолще. Али, да, я вас слышу.
Сейчас вас не слышу почему-то. Вас не слышно. Все слышно. Да, все слышно. Слышно. Спасибо. Наши прекрасные лилии. Конечно, лилии было бы еще классно писать на стихи, когда там было бы фактурно тоже. Но там уже более понятно, что это лилии. У нас будет понятно, если мы мазочки совсем мелкими сделаем. Так как у нас кисти большие, формат маленький, у нас немножко непонятно, да? Мы стараемся. Сейчас скоро будет немножко понятно. Так, надо еще другой цвет добавить. Вот, немножко уже издалека заметно, что это лилии, да? Вот этот цветок более стал заметным. Нам надо добиться, чтобы крупные цветы были издалека заметны. А вот дальние цветы, их можно просто мазочками, точками обозначить. Вот. Ребята, сложите разные краски от карниза, от красного до розового. Очень интересная картина. Можете еще розовые сложить, потому что розовые лилии есть у нас. Извиняюсь. Еще бывают и черные цветы, есть и белые, и фиолетовые, да, и разноцветные. Так как это у нас ботанический сад рисуем, здесь разных сортов, видов очень много. Я взяла яркий красный. И сейчас еще буду краснее делать. Так. Вот таким образом мы сделали немножко заметным, да, наш линии. Этот зеленый цвет заиграл, немножко я его убрала. Так.
слишком много зеленого цвета мешает, да? Цветочки у нас немножко чуть-чуть отошли от пантоли. Ой, немножко отошли, да. Ничего. То цветочки более стали. Немножко форма мазочка у нас поменялась, да? Так. Это я пробую теневые. Потому что у нас сильно плоская картина будет, если мы теневые не покажем. Да, классно получается. Я уверена, тоже у вас супер. Терпится посмотреть ваши картины. Мгм. Сейчас ярко-красный буду добавлять. Старайтесь, чтобы цветы на разных уровнях были. Потому что когда мы пишем, если все на одном уровне, и все смотрят в одну сторону, вверх, или там, допустим, хаотичность обязательно должна присутствовать. Если даже его нету, если вы это не видите, добавьте сами. Где-то наклоненный цветочек нарисуйте. Конечно, большинство вперед, вверх будет смотреть. Здесь еще немножко наклоненные цветочки.
Так. Чуть я еще прибавила цветы. Это классно получается. Сюда я добавлю желтый. Вот, немножко еще более чистый оранжевый положить. Алиф, мне надо вот в одно место бежать, поэтому я завершаю. Большое спасибо всем организаторам. Большое спасибо. Ага, вот показываю, Ух на ты! какой стадии пока остановлюсь. Так. Может, Мгм. потом приеду и это закончу. Пока так Хорошо. оставлю. Спасибо. Очень. Молодец. Очень Мне так интересно. понравилось. Мгм. Спасибо. Спасибо большое, Оксана. Мгм. Классная работа, вообще супер. Тоже отправляйте работу вашу. Круто. Мгм. Молодцы. Хорошо. Ну Спасибо. все, всего доброго, счастливого, творческих успехов. Еще в следующий раз приходите обязательно. Да, обязательно. Ждем вас обязательно. До свидания. До свидания. Красота, да? Очень быстро. Вообще классно. Может, она очень мелкими, кажется, мазочками сделала. Это очень классно. У меня сейчас мазочки очень большие. Но я сейчас немножко уменьшаю мазочки, чтобы цветочки хотя бы понятно было, да? Ребята, отправляйтесь в вашу работу обязательно. Использовать, вот, допустим, ну, почти все цвета, которые есть, да, и смешиваем. Даже если грязные цвета получаются, то ничего страшного, да, всегда можно добавить цвета поярче. Вот здесь очень у меня много грязных оттенков. Сейчас я буду, опять же, оранжевить, то есть избавляться и придавать форму. В гуаше то же самое. Надо очень густо ложить краски, чтобы исправить, да? Или наоборот, много воды. Ну, я думаю, не надо вот добавлять сейчас, потому что и бумага форму теряет. Так, сюда давай.
И отходим, да? Интересно очень. Можно издалека посмотреть на эту картину. Посмотрите. Уже заметно, да, что у нас здесь линии нарисованы. Конечно, можно еще детализировать и вообще совсем тоненькими мазочками делать. Мне кажется, так надо оставить. У нас более крупные мазочки, да? Конечно, можно доработать. Как думаете, так оставим, ребята? Мне кажется, так классно. Можно немножко еще. Конечно, давайте добавим наши тонкие линии. Стол добавим. У нас это будет темно-зеленый. То есть зеленый мы можем добавить либо чисто темно-зеленый, обычный такой травяной цвет называется. Если его тонко положить, то будет очень светлым, да? Но не таким уж ярким. То есть краски отличаются яркостью, прозрачностью, да, отличие, и плотностью. Все-таки в этот зеленый я добавлю черный, потому что этот зеленый, он такой прозрачненький, да. Если я совсем мало положу, то не будет видно. Добавила в зеленый немножко черного и затемнила, темно-зеленый получила. И начинаем делать. Держим кисть вот так. Параллельно держим. И начинаем вот такими отрывистые линии делать. Вот сильно можете, конечно, так закруглять, волны делать, да? Немножко это отошли от понтилизма. Ну, можно и смешать стиль, да? Либо можете вот точками проводить, но это не очень красиво будет. Так. Вот такие линии будут. Также можно деревья делать. Конечно, вот так тоже можно рисовать. Но легче вот так держать кисть. Немножко отрываем кисть. Когда язык касаемся, тонко получается. Когда сильно давим, очень толстые мазочки появляются.
Мгм. Так. И не обязательно такие темные делать, да? Сейчас. Ну давайте. Сейчас будем яркие лепесточки делать. Ярко-зеленый. Делаем зеленый, добавляем желтый, да? Здесь, скорее всего, опять же вернемся к фонд дизайна. Я буду точечно делать. И это свисает, да? Можно еще добавить желтый с белым. Где-то свет можете добавить. У нас немножко смешанный стиль получился. Это солнечный цвет желтым.
Ребята, обязательно участвуйте в конкурсе и отправляйте ваши работы, пожалуйста. И проходите научные занятия. Ребята, покажите свои работы, пожалуйста. Сегодня мы ознакомились с такой интересной стилем, да? Вот. И немножко у нас, конечно, получился смешанный стиль, потому что стол мы, получается, продлевали, да, что не нужно было делать. Вот, и немножко где-то у нас все-таки уменьшаются мазочки, увеличиваются, да. Вот. Во времени это очень кропотливая работа и занимает очень много времени, да. Пуантилизм вообще это очень классное направление, очень современная живопись. Ну, конечно, не такая, но вообще считается, да. Вот. И, конечно, любые стили можно смешивать, делать что-то свое. У вас тут же авангардизм будет. Вот. И старайтесь именно, если у вас пантель, если неправильно, вот. Если у вас именно пантелизм, то надо стараться цвета именно, чтобы не смешивались, да. Немножко у нас где-то с цветами смешалось, потому что там масло без разбавителя. Конечно, носочки могут быть в пантелизме. Можно совсем точечно писать, да, точками. Можно прямоугольниками. Если очень много мелких точек, то у вас картина очень четкая получается, как фотографичная, да. Вот, потому что нельзя смешивать краски на картине и в кисточке. Вот именно такой смешанный стиль и смешанный стиль именно разных стилей, то получается очень интересная картина. Вот. И поставьте свою подпись. Где-нибудь можете сбоку поставить, да, на веточке поставить, либо в любом углу. Некоторые пишут посередке или по краю, да, тоже на ваше усмотрение. Вот. И всем большое спасибо участникам, что участвуете еще участвуйте, пожалуйста, и приходите. Большое спасибо, Алиф. Слышно, да? Алиф, большое спасибо. Да, слышно. У нас тут Мгм. рисовали очень красивые картины. Еще раз покажите, пожалуйста, немножко. Нет, не заработано.
Это у меня звук отключился, да? Меня слышно? Вас не слышно. Слышно, мы просто звук отключаем. Все молодцы. Классная работа, ребята. Вообще супер. Да, я до этого говорила много. Мне кажется, вы не слышали. Всем спасибо большое. Еще участвуйте, приходите на мастер-классы. И отправляйте ваши работы, фотографии ваших работ, пожалуйста, нашему руководителю. Вот. Вас не слышно, ребята. Вас не слышно. Ну, у нас нет. Эхом. Очень красивая картина. Да, эхом. Спасибо большое. Ваша работа тоже супер, молодцы. Вот такая интересная картина у нас получилась. Можно вблизи посмотреть. Ой. Вот очень много разных оттенков, да. Но у нас точки получились крупными. Вот так. Всем большое еще раз спасибо и руководителям большое Большое спасибо, Али. Ждем очень на очных мастер-классах.